Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях участник СВО, участник кадровой программы «Герои Башкортостана» майор Загир Валеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Загир, в наградных документах сухо описывается тот бой, где вы уже раненый, но продолжаете руководить штурмом. А что происходило там, за строчками официальных отчетов? Накануне вечером поступила задача, что завтра ранним утром мы идем на штурм. И в 6:30 мы выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Далее мы вступили в бой. По завершению установили связь, контроль над этими точками и начали выход группы с этой зоны, в ходе которого по нам отработала вражеская артиллерия, и я получил тяжелое минно-взрывное ранение. Небо было наполнено вражескими дронами, которые пытались сбить мои товарищи. Ну и, соответственно, в этот момент я оказывал сам себе медицинскую помощь и по радиостанции продолжил отдавать указания. И в то же время по второй радиостанции уже вызывал эвакуацию на 0. Вы согласились на госпитализацию только после того, как враг отступил. Почему? Потому что, наверное, там были мои ребята, которые ждали поддержку по радиосвязи для того, чтобы дальше продолжить, для того, чтобы был успех нашего подразделения в целом. И поэтому я проводил дальше мероприятия по радиосвязи. На тот момент вы руководили операторами FPV-дронов. Сложно? Нет, не сложно руководить, потому что сейчас современная молодежь, она очень быстро обучается этому делу, и очень компетентные выходят, так сказать, специалисты, которые с помощью вот всех современных устройств быстро адаптируются и очень даже хорошо, да я бы сказал, даже отлично справляются с поставленными задачами. А вот на этом видео ваши боевые будни. Это с моими товарищами мы шли на очередное задание, которое мы выполнили. Вот, взяли определенные точки, соответственно. И в одном из блиндажей пересыльного, так сказать, промежуточных точек мы находились с моим товарищем, который всегда меня там поддерживал и всегда говорил: не ходи один, без меня не ходи, консул, без меня не ходи, всегда будь со мной. Консул ваш позывной почему? В 2013 году, когда я попал в первый мотострелковый батальон, там командир батальона мне дал этот позывной, сказал: будешь консулом. Вот с тех пор он и закрепился за мной. У вас на груди очень много наград, и низкий поклон вам за это. Какая самая для вас высшая? Для меня самая высшая награда за боевые отличия. Я знаю, за что это, я знаю, что я ради него сделал, да, грубо говоря. Потому что эту награду я получил еще в 2018 году в Сирийской Арабской Республике. А вот на этом видео вы уже в госпитале. Скажите, что помогло не сломиться, когда узнали, что вам предстоит ампутация? Вот это видео уже после операции, соответственно, ампутацию уже провели. Ну, была большая кровопотеря, и, соответственно, очень длительное время я находился в коме, а вот брат, он все это время находился рядом со мной и принимал вот это решение. То есть там вопрос стоял либо ампутация, либо жизнь. Ну и, соответственно, понятно, что какой он выбор сделал. Это видео я записывал для супруги. Брат записывал, точнее, брат мой родной, он тоже участник специальной военной операции, сейчас находится там, командир роты, окончил Казанское высшее военно-танковое училище. А что вы там сказали в этом видео? Сказал то, что со мной все нормально, все хорошо, руки, ноги целы. Маленько, конечно, слукавил, без этого никак. Вы создали телеграм-канал после ранения. Почему вы решились на это? Находясь в стенах госпиталя, я вел очень большую такую работу, помогал ребятам, потому что действительно там ребятам тяжело. Некоторые ребята, к сожалению, ломаются. Вот, и, соответственно, поддержка там нужна, вот именно, знаете, вот, и я считаю, что это отдельная глава моей жизни, и эту главу я должен был как-то освещать. И вот тут зародилась у меня такая уникальная мысль создать этот свой канал.
И назвали назвать его вы его после ранения, да. в своем телеграм-канале, как вы уже сказали, вы назвали его после ранения, вы начали рассказывать о своем пути реабилитации, чтобы помочь другим. Изначально у меня никакой реабилитации не было, потому что я длительное время находился на больничной койке. Как аппарат долго? Илизарова 1 год и 3 месяца. Год и 3 месяца я ездил на инвалидной коляске электрической, потому что на одной ноге был аппарат Илизарова, а вторая еще не подлежала протезированию в связи с тем, что аппарат Илизарова носил. Вот, и длительное время как бы... И я вот ездил по палатам, заезжал вот так вот к ребятам, там, ребят, Общались? привет, да, чем помочь, чай, кофе, там, это, то. И вот, ну, как бы вот так вот мотивировал, эмоционально поддерживал их, потому что поддержка очень нужна многим ребятам, даже несмотря на возрастные ограничения, к примеру, ему 50 лет, но он может так потерять себя в этой жизни, к сожалению. А есть парни такие, которые перенесли просто тяжелейшие ампутации, там, к примеру, 2 ног, 2 рук. Но, несмотря на это, у них, вот, знаете, стержень такой, и они такие воодушевленные, духом не пали, крепкие ребята. Ваша семья, наверное, практически с первых дней после ранения была с вами. Это в том числе не только ваш брат, но и супруга Наталья. Но как только она узнала об этом, она, не раздумывая, села в автомобиль и из Учелинского района выставила навигатор на Луганск, потому что я находился на тот момент там, и с 3-месячным грудным ребенком за рулем зимой 24 декабря выехала Сама сама. за рулем с ребенком приехала вдвоем. Не вдвоем, там еще мама рядом ехала, но выехала, но ехала сама за рулем, останавливалась на остановках, Не покормила побоялась? памперс. Нет. Отважная женщина. Да, отвага в ней присутствует, так как она тоже является военнослужащей, она сержант у меня. С ним пропускали нормально? Да. Ну, то есть я договаривался с руководством госпиталя заранее, что вот ко мне приедет сын, и все, и в гостевую комнату без проблем пропускали. Вот я хотя бы как-то вот нянчился. После этого, соответственно, и настроение поднимается, Конечно. и боевой дух, как И говорится. крылья вырастают. И крылья вырастают, да. Дети — это мои крылья, поэтому вот благодаря им. Спокойный малыш улыбается. Это он тогда был такой. Сейчас уже подрос, сейчас уже более активный. У вас большая дружная семья. Вы многодетный отец. Вот здесь дочка, а кто еще ваши дети? Дочь, сын и маленький сыночек, да. Как их зовут? Ангелина, Богдан и Давид. У вас необычная супруга, непростая. Она служила вместе с вами сначала в Сирии, потом на СВО. Как так вышло? Как вы познакомились? Мы знакомы еще со школьной скамьи. То есть мы учились в одной школе. Потом я окончил обучение 11 классов. Поехал в Москву поступать в военное училище. В военное училище я не поступил. Поступил в Московскую сельскохозяйственную академию Тимирязева. Год отучился. И через год, вновь собрав документы, поступил в военное училище. На 2-м курсе мы начали переписываться через социальные сети, дальше созваниваться. И вот так вот мы начали встречаться. И вот эти наши встречи во время моего отпуска привели нас к семейной жизни. И сейчас вот у нас уже 3 детей. На пути к успеху, ко всем этим моим, так сказать, свершениям, я благодарен только своей семье, потому что семья — это действительно тот самый ключик, который заводит любой мотор. Вот, и, соответственно, этим самым мотором и двигателем являюсь я. Вот, а они воодушевляют, потому что, ну, папа старается ради семьи, муж старается ради семьи. Вот, и с таким девизом я и живу. На пути к успеху вы имеете в виду ваше обучение в кадровой программе Героя Башкортостана? И не только это. Знаете, вот и кадровая программа Героя Башкортостана, и жизнь, и служба, и все-все-все. Я как бы большую часть своих заслуг я, наверное, отдам своей семье, потому что они действительно, благодаря им, благодаря моему крепкому тылу, за который я всегда спокоен, вот, уверенно иду К своим целям, своим к своим мечтам. своим мечтам, желаниям, так сказать, да. Первый модуль региональной программы Героя Башкортостана был в парке «Патриот». Второй был в санатории Красноусольск. Чему вас там учат?
Каждый блок модульного обучения – это определенная тематика. Первый, если это было государственное и муниципальное управление, то второй модуль обучения – это уже больше про финансы, про экономику нашей республики, из чего состоят налоги, бюджет, как это закладывается и так далее. К вам в Училы приезжал глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Да, верно, это было год назад, летом. Глава республики в рамках рабочей поездки заехал с главой района. Ради Фаритович особое внимание уделяет участникам специальной военной операции, ветеранам. Он всегда стремится и старается в любой из своих поездок включить в программу визит членов семей погибших военнослужащих, членов семей и семьи военнослужащих, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, ну и ветеранов специальной военной операции. И вот нам тоже посчастливилось то, что... Он приехал к вам домой? Да, приехал к нам домой. Готовились? Ну, как готовились? Дом у нас всегда готов. Наши двери, как говорится, всегда открыты для гостей. Чаепитие организовали, вкусности были, А дети волновались были рады. немножечко? Я нет, я, если честно, не волновался. Я восхищен тем, что лично глава республики Ради Фаритович, отдельная благодарность. На самом деле, Ради Фаритович, вот сейчас бы хотел чуть-чуть о нем сказать, он уделяет особое внимание этому, ну, именно специальной военной операции в рамках республики. Вот кадровый проект этот «Герои Башкортостана», да, запустили. Большую работу, колоссальную, ведется именно под его руководством. По поддержке По поддержке наших не ребят. только участников специальной военной операции, вообще большая колоссальная работа в республике. Это и мосты, это и дороги, это и здравоохранение, это и экономика, Поддержка это и семей памятники. участников специальной военной И в том операции. числе, И да, многое другое. Да, которых у нас очень много, действительно. Порядка 50 мер поддержки у нас в регионе сейчас на данный момент существует. Загир, а вы с вашими сослуживцами, вы на связи? Да. Они всегда за меня, всегда говорят то, что вот, вы достойны, давайте вперед, давайте, чтобы везде вы, чтобы все у вас всегда получилось, мы за вас. И мы желаем, чтобы у всех все получилось, и как можно больше наших ребят вернулись домой живыми, здоровыми, целыми, невредимыми в свои семьи. Загир, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Отдельная благодарность всем гражданам нашей республики за то, что вы участвуете в поддержке специальной военной операции, ежедневно, еженедельно направляете гуманитарную помощь, всегда поддерживаете наших бойцов. Наша республика это действительно делает большой вклад для приближения нас к победе. Поэтому победа однозначно будет за нами, мы победим. Без башкорттар, без батырдар, алга, Башкортостан вперед. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был ветеран СВО, участник кадровой программы «Герои Башкортостана» майор Загир Валеев. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.